Нельзя было никого подводить. Миллион алых роз. Нас заставили вступить в правком. Там, я прощаюсь с родителями. Сказали, что у них просто платье порвалось. Ты так красиво, невыносимо. Мы пели очень ужасно. У вас буду жать коленкой. Девчонки классные, вообще супер просто. Ну нет, с ними я точно общаться не буду, вообще не мой человек. А Данила не поддерживал наш моральный дух. Да. Наступает торжественный момент. В этом конверте результаты. Это мероприятие очень сильно сплотило всех нас. Мы днем и ночью готовились, я помню. Нас даже учителя ругали, то, что мы больше внимания отдаем именно фестивалю. Я участвовал почти во всех номерах, и через каждый номер мне приходилось переодеваться. Одновременно я был ведущим, и поэтому было очень сильное волнение насчет того, что из-за меня мы именно наш концерт провалим, потому что возможность была то, что я не успею. В одном номере я даже не успел доодеться, но больше всего мне запомнилась Сима, так как именно она готовила нас. Днем и ночью она нас готовила, она поставила мне сольный номер, который, мне кажется, очень удачно вышел. Мы пели очень ужасно, мне казалось тогда, но на выступлении было все хорошо. Я бы нас ругал больше, чем она нас. Нельзя было никого подводить, особенно когда девчонки очень сильно готовились. Я их очень сильно люблю, они вообще крутые, и я буду очень рад, если они победят. Девчонки классные, вообще супер просто. Да, то есть рабочая группа должна была вытащить солиста на этот стул, усадить его, и тогда начнется музыка, и вот уже сам номер. То есть выглядеть это должно было примерно, как-то вот так. Это все очень шустро, быстро. Они его усаживали. Побыстрее, чем сейчас. И потом уже начиналась сама песня. I'm donating myself a feeling. I'm done crying myself away. Изначально у нас какая вообще проблема была? В том, что нам сказали, что стул тут совершенно не имел никакого значения, потому что вот я как бы сижу на стуле, я сразу с него встаю, и на этом роль стула совершенно заканчивается. Ну, просто вот зачем он был? Миллион алых роз я исполню для вас. Помнишь, как Алла пела этот дивный роман? Миллион алых роз, от шипов только раны, рвутся струны души, рвутся струны гитары. У нас было 10 номеров под эту песню в разных аранжировках. Английская, корейская, вообще просто. Я вот пела группу «Ленинград» песню. У нас произошла история прямо перед самым выходом на сцену. К нам забежали за кулисы, в раздевалку, и сказали, что наш выход. Вот мы уже стоим за кулисами, нам надо выходить. И первые девочки, две, которые должны были выходить самыми первые, их просто не было. Подходило время нашего номера, их все еще нет, все паникуют, уже хотели побежать наверх за ними. Они просто приходят, как ни в чем не бывало, сказали, что у них просто платье порвалось. Кровать, которая находится на Свердловском рынке, она нужна нам для сценки. То есть мы вдвоем больше всех выделяемся, и мы участвуем. Да, мы участвуем только Да, мы матче яркие. участвовали. И поэтому пришлось нам тащить это все. Вот. Мы пошли на Свердловский рынок, с нами была Настя. Настя не была постановщиком, но Настя нам помогала тоже. В принципе, это было весело, я думаю, смотреть со стороны, как, например, машины проезжают, и люди такие думают, два пацана каких-то тащат странную кровать, зачем? Она еще выглядела такая, не просто кровать, а как будто королевская какая-то, что ли, такая, из сказки. Она так выглядела там. И самое интересное то, что обратно тоже пришлось ее нам тащить, но мы нашли способ, как дотащить ее легче. Да. Самат решил тащить ее на голове, прям буквально. Он шел спереди и поставил кровать на голову. И мы с ней пели песню «Ты так красиво, невыносимо». Ты так красиво, невыносимо, рядом с тобою быть нелюбимым. Останови же это насилие, прямо скажи мне. И тему закрыли. Это было очень здорово, эмоционально, очень стрессово.
В общем, большое приключение. Во-первых, то самый короткий срок, за который надо подготовить. Почему-то мне казалось, что это несложно, в принципе. Но там 3 номера, нормально. Вот, но я не учла, что вот 3 недели — это 3 недели. Это вот столечко. Такое, это очень крутой тимбилдинг, как мне кажется, потому что познакомился с очень большим количеством ребят на курсе, и когда изначально думал, ну нет, с ними я точно общаться не буду, вообще не мой человек. А в итоге оказывается, что вы до сих пор вот продолжаете общение. Я надеюсь, что все 5 курсов, и потом тоже мы продолжим общение. И в целом это, ну я не знаю, это какие-то нереальные эмоции, когда ты... Так, и 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Было очень и удобно, и неудобно. Порой некоторые черты лица, даже мимику нужно было сковывать. Сначала нужно было нанести грим для съемок, чтобы потом еще доносили грим. Там была шапочка. На посты была шапочка, да, для плавания. Было необычно. И к тому же, когда аллергия, не особо приятно было. Да, и под таблетками сидишь, только тебя красит, весело. Никита, ты прекрасный человек. Спасибо тебе большое. На самом деле то, что мы сплотились, что мы стали более дружнее, что помогали друг другу по ходу самого концерта, подсказывали какие-то слова забытые, что где-то даже импровизировали. Это сыграло роль. С 28 сентября по 2 октября в стенах Акмолинского университета прошел фестиваль первокурсников «Студенческая осень» 2021 года. В этом году он прошел в офлайн формате, что, конечно, не могло не радовать, потому что все факультеты и институты, в том числе и колледж Акмолинского университета, показали на данный момент неплохие концертные программы с очень разнообразными творческими номерами. Я думаю, что первокурсникам этого года понравилось участвовать в данном фестивале. Они набрались большого опыта, который, естественно, пригодится им в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. Наступает торжественный момент. В этом конверте результаты фестиваля творчества первокурсников «Студенческая осень» 2021 года. В соответствии с оценками, которые выставили члены нашего многоуважаемого жюри, места распределились следующим образом. Дипломом в номинации «Лаконичность сценического действия» награждается художественно-графический факультет. Диплом в номинации «Яркость творческих выступлений» награждается Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Дипломом в номинации «Сохранение традиций» награждается факультет психологии. Обладателем диплома лауреата 3-й степени фестиваля творчества первокурсников «Студенческая осень» 2021 года становится факультет башкирской филологии. Дипломом лауреата 2-й степени награждается Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций. Дипломом лауреата 1-й степени награждается Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Дипломом лауреата 1-й степени награждается колледж БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. И обладателем гран-при фестиваля творчества первокурсников «Студенческая осень» 2021 года становится Институт педагогики. Мы поздравляем лауреатов и дипломантов фестиваля творчества первокурсников «Студенческая осень» 2021 года и желаем дальнейших творческих успехов.